Башлыбыз. Надеюсь, он не будет спадать. Сейчас я зажму его резиночкой. У него есть привычка, спадает он этот вглубь и закрывает. Ну, я буду присматривать, конечно. Все, бисмилля, поехали. Время сколько? 3, время. Все, старт. Хана, бисмилля. Сейчас я другие тиктоки тоже говорю. Люди вон что-то топят, там шашлыки, наверное, делают уже. Сезон шашлыков. Поехал я туганлар. Декатлонга, короче, поехал. Что-то я тут... Сейчас я, наверное... Что-то у меня, наверное... Что-то шнурки сильно завязал. Прогулка в эту сторону я вам, наверное, на стриме не показывал никогда. Первый раз стрим я делаю. Сейчас загрузится. Запах дров. Как будто этот, блин, листья сжигают. Здесь урамлары такие тупые. Так, у нас үш сағат жеті, короче, Башқұртстанда, беш Қазақстанда, Өзбекстанда 3 сағат жеті. Короче, сзади машина едет. Даже покочка проехали за меня по бордюрчику. И там это юллары узкие. Так, Беркеше бар, рахмат. Короче, этот не тянет на все телефоны, на все интернеты. Сейчас мне придется уши непонятные. Вот эти моют, эти канализацию моют. Так, сейчас я их обойду как-нибудь. Выхода нету. Так, мне надо, наверное, кепку переодеть, потому что... Этот моют. Сливники. Видите, как тут? Сливники даже моют. Что забито, потому что... Посмотрим, давно я здесь не был. Вот, что за эта фигня такая, да? 1929, Дурки Шутра 1981. Вот, цветочки сажают, что такое делают. Сейчас, короче, мне надо, наверное, или терпеть, или переодеть шапку, потому что невыносимо дует этот ветер. Сейчас много ганы. Короче, надо это переодеть. Кепку я запихаю. Ираклий 2 километра в сутки. Близко. Километр 10, наверное. Примерно так. Темы нету, просто я вышел так чисто, чтобы вы не забывали, что я есть. Башкортостан барыбір азат болашақ, Татарстан да азат болашақ, Алла берсе. Но мы должны свою лепту внести туда, внести в это дело и организовать правильное состояние, правильное, как-то вот независимость правильная, наверное. Знаете, как вы думаете? Я проеду сейчас. О, байдарки, сейчас покажу. Вот. Как байдарочники едут. Сейчас проедут. Я вам
покажу сейчас. Там люди идут сейчас. Я вам поснимаю, иншаллах. Вытащу. Так, сейчас вот они, сейчас, вы видите, вон едут, сейчас проедут, Оска. Мы увидим. Көрдіңіз, мен уже башқа теге мосттан кетіп барамын енді, короче. Еду я на ХЗ, на запад, на юг. Непонятно здесь, куда я еду. Вот так вот. Сейчас. Вот здесь байдарки. Куда они застряли? Блин. Не могли же они развернуться? Где-то они под мостом. Или они туда поехали обратно, блин. Разворот, что ли, они сделали? Хз, короче, куда они делись. Ладно, фиг с ним. Кишілер кетті. Ona, көрдіңіз? Кешені коляскадан ішіп алып кетіп баралар. О, ананда да бар олар, Иракта да. Ананда просто я хотел, целая толпа их просто сидела. Показать хотел. Куда они делись, блин. Вот облом. 18 киши утра. Какую тему будем обсуждать, можете написать какие-нибудь вопросы. Я вижу этот экран. Нормальный, альхамдулилля, телефон. Хотя бы, хоть и ругаю я его часто, но на солнце он нормально реагирует. Вот, чайки голодные. Вон они там, короче, сейчас я вам покажу. Вот они тут, блин. Что они тут телятся, хайваны. Показать хотел вам. Вот они тут. Супа шрак. Ты раз старые. Не карк, давай. Помню, один раз в Норвегии, вот так иду. Ну, я же там как бы на острове жил. И иду, короче, между домами, так скажем, частными. Но там нету многоэтажек. Все одноэтажные. Ну или там двухэтажные. И вот. И нападение чайки на меня, блин. Со столба. Летит со столба чайка. Охереть, блин. С другой стороны другой. Короче, ну, две там нападали. Я не вкурил, что за херня. А оказывается, не знаю, почему они нападали, но я как так понял, на столбе у них то ли гнездо было, блин, то ли что, блин. Ну, короче, блин, пипец. Атакуют эти чайки долбаные, голодные. О, у них, это есть. Громкоговоритель. Сейчас поедем. Вот здесь, если помните, вот здесь кизил тут до хрена кизила растет. О, видите, уже хрень, вот это, как это? Брюлянген, короче. Брюлянганский. Это вот вишня была. Вроде бы. Черешня, вру, блин, черешня это. Вот так, все, запихиваю, короче, едем. С Уркоганом. Не знаю, с кем меня перепутали они, но чайки нападают конкретно, я вам скажу. Короче. Не знаю, так. Дуслар, yazıгыз вопрослар, что будем говорить. Но я там чуть-чуть послушал по новостям, что-то там. Я пару роликов написал уже 15 минут в ТикТоке. Потом я хотел центр и передумал, короче. Ну, сейчас хватает, да, уже как бы. Ну, сегодня, в этом году, дуслар, киш келді нәрсекай. Яз киш келді, вообще, весна. Поздно, на 10 где-то дней, мне кажется, или на 6 дней поздно пришло оно. До сих пор вот холодно. Ну, короче говоря, год за годом разные получается здесь тоже. Она вон так, вот сейчас вот так. Вот эти вот зацвела. Ну, у них вот то ли это яблоня, и то ли вишня, я не знаю. Красный, знаешь, такая сакура, мне кажется. Везде сакура у них получается. И в Германии было вот так сакура, везде было. Сакурские парки такие. И главное,
хочешь собрать вишню, потом ты начинаешь его, ну, сейчас поспеть. Херакс его нету. Короче, я не знаю, кто-то собирает вишню. Вообще прикол, короче. Вот. Тут на посту стоят эти менты на посту, биноклем смотрят. Прикиньте, с правой стороны там идет какой-то шмон, короче. С биноклем женщина, мент стоит. Один мотоцикл, пару этих Лада Ларгус ментовские. Вот такая вот тема, короче. Наверное, проверка скорости. Вот он гонит. Пикает, гонит. Сейчас. Тормознули, да, потому что он гонит. Все, видите, вот, сейчас покажу. Эти тормознули. А они потому что бешено ездят, они придурки конкретные. Одностороннее движение, он летит, пикает еще, летит, и все, тормознул. Ну все. Превышение скорости. 100 евро, наверное, за превышение, наверное. Я не знаю, сколько. Вот, бабушка с дедушкой поехали. Катаются, видите. Спортсмены. Движение — это жизнь. Biznikiler нәрсе? Кейкерейіп біткенлер юрилер анда. За собой ухаживают, бухают. Ләнет сәршілер. А мына болар, мына. Пожинают, как говорится, истинную красоту жизни. А biznikiler интигуда. А почему интигуда? Потому что мы не боремся за свободу. Мы не хотим свободы. Мы хотим рабами быть всегда, чтобы на нас давили, нас унижали. Вот так вот. Примерно так. Наверное. Вот здесь вот какой-то цементозавод. Видите, вот цементозавод. Вот в ангарах какой-то вот то ли цемент, то ли что лежит. Вот песок макян это. Что-то этот салком был кетті әлі. Дара вообще эти будет. Так, 21 кишь утра. Сейчас я чуть-чуть. Итак, сейчас я прочитаю комментарий. Сейчас, секунду. Сейчас буду читать. Скоро будет разгром Куандыкского коридора. Иншаллах. Иншаллах. Лишь бы это началось, и мы участвовали. Они были отсидевшимися дома там или что-то в этом роде. Бывает. Поэтому особенно я вспоминаю свои эфиры, размышляю, о чем я говорил порой иногда. Приходится иногда где-то добавить что-то, где-то свои ошибки даже признать нужно, быть может. Но по законам добавить, я вам такой эфир провел, если помните. Северный Башкортостан деген эфир. Эта мысль меня не оставляет. Почему? Потому что в разговорах Габбасова идет полный отстой. Отстой того, что он просто сдается, так скажем, сдается на тех территориях, которые им где-то когда-то кто-то выделил из этого узкого мира, и он соглашается с этим. Соглашается. Но он, не согласен, потому что вот как раз сегодня я в этом ТикТоке до этого как раз ехал, говорил об этом, что с маленькой территорией мы никто, понимаете? С нами никто не будет работать, так скажем, с нами никто не будет какие-то действия делать. Почему? Потому что мы будем очень такими маленькими, слабыми, такими, которых расплюнуть можно будет, захватить и уничтожить. А если у нас будет территория огромная, то с нами будут читаться, с нами будут разговаривать, и нас в бою уже, да, ведь в этом
осознают, что с нами дела плохи. Нефиг лезть в Башкортостану или Татарстану. Поэтому захват территории принципиален. И забрать все территории и захапать еще новые до, само собой, до моря, как я и говорю. Поэтому разделение Башкортостана, быть может, это будет звоночек тем южный Башкортостанга, чтобы они поняли, что действовать надо вместе, а не вот эти действия, которые диктует нам Габбасов. Это неправильные действия. Я вам всегда говорю, только холод блангана иш кто-то, но холод должен с этим согласиться, потому что если ты воюешь, если ты хочешь что-то забрать твое, да, ведь ты не можешь оставить, допустим, дочку на той территории, забрав только одного сына, понимаете? Это вот примерно так считается. Как бы bir balangni to'xtada rahmat. Narsaga bir balangni bir yoqda, bir balangni ikkinchi yoqda sen qoldirsang, sen shulardan so'ng ne deb ota bo'lasan или ona bo'lasan. Но sen bir kimda bo'lmaysan, sen просто ничтожество, слабое будешь. Так скажем, слабое звено, которое можно будет потом присмыкать, давить и так далее. А вот когда ты забираешь все территории и, так скажем, забираешь всех своих детей и обеспечиваешь и ломаешь теорию тех, которые нас пытаются угнетать, ну, это все, это на века пойдет, на века этот огромный Башкортостан с Татарстаном останется, и с нами будут весь мир считаться. Не то, что там эти узкожопые, а именно весь мир будет считаться с нами. И вот, выходя из дома, кто-то мне там комментарий какой-то оставил, такой, ну, типа... что-то такое, там, ой, а что так мало, типа, забирайте там до Антарктиды, что такое. Нам, поймите, там могут там издеваться, так, заберешь, не заберешь. Всякие приколы будут они писать. Или там говорить, или вообще делать, или нападать вообще-то. Но мы на все должны быть готовы. Мы должны просто так взять... забрать все территории принципиально и создать свою агломерацию, чтобы в этой агломерации действовал только наш закон. Другого закона там не должно быть вообще. Мы должны уничтожить полностью этот московский притон из этих голубых шлюх, трансов, всех вот этих Соловьев, Скобеев, чтобы создать Яңа Башкортостан һәм яңа Татарстан. По-другому никак, потому что дөнья үзгәрде, дуслар. Дөнья үзгәргәч, без дә үзгәрергә тиешбез. Без бит аңгыра, бәрән, аңгыра мал түгел дә инде. Шунларга без бик каты бу нәрсәгә әйтәтеге. Әйткән сүзебездә каты торырга тиешбез. Без буш булмаска тиешбез. Чөнки от этого зависит наш, во-первых, мужской авторитет нашей нации, башкортов и татар, и чтобы потом за нами, как говорится, действовали другие регионы, другие республики. Не только это для себя эгоистично, нет, именно это должен быть звоночек к тому, чтобы мы поставим всех на уши, всех. И первая задача — это полностью всех разоблачить, этих ублюдков всех, которые думают, что мы никчемные, мы что не сможем, мы боимся, страх и так далее. Йоп, бізде должно быть конкретное слово «мы можем». Біз біргеміз, біз күшліміз, біз генә эшли алабыз бу эшне. Беркем башка кыла алмаган эшләрне без генә эшлибез. Biz gene buna şu narsani to'xtatamiz degan narsalar to'xtatamiz bizda. Понимаете? Мысли. Наши мысли должны сопоставляться нашими действиями.
так вот. А так, если мы будем церемониться о том, что мы что-то можем, что-то не можем, мы ничего не сможем сделать. Ничего. Потому что враг, этот русский мир, он не спит. Он будет, само собой, агитировать наших вот этих долбанных манкуртов. Понимаете? Вот. Долбанных манкуртов. Вот здесь, видите, картина какая? Вот этих шайтанов, медведей, так называемых, узкого мира, мы должны замочить в кислоте. Поэтому, если цикл вот этот весь, который мы проговорили уже вот за год, допустим, я до этого там, еще кто-то, все вот эти, кто хотят независимости, это, ну, как сказать, теория. И эта теория уже реально достала, да? Реально достала. Почему? Потому что от этой теории мы уже поняли, что надо переходить к действиям. Потому что умрут-то. И эти действия наши, так скажем, не должны опоздать. Если мы опаздываем, это уже не порядок, понимаете? Это уже беспредел того, что мы трусы. И из-за этого быстрее бізге қимылдарға керек. Қимылдағанда ғана бір нәрсеге келіп шыға может. Шулай. Так, пускай кетіп барам, әзгене. Педали. Пока педали, да. Тротуар лучше иногда. Я привык по Москве тоже по тротуарам шататься. Лучше тротуары. Вот это вот желтое какое-то дерево у них всегда вот этот первые листья кидает. Что это за дерево? Не знаю. Ива. Молда, ремонт дороги было. Надеюсь, закончили уже. Я давно здесь не был. 21 киши утра. Так. Сагат не шел. О, видите, дом как у них обросший. Так, сагат. Что 23 минуты. Я изгина погуляю. В этом. Только без бірден гена болсақ, бүтініміз бір болсақ, сонда ғана біз можем что-то сделать. А так, біз ұрыстардан қол ұшмайбыз қазір, білесіз бе? Один это говорит, другой это говорит, понимаете? Особенно слова, которые, что этот, нам не нужны эти территории, типа, мы их не сможем обеспечить, вот это меня вообще не успокаивает. То, что забрав территорию, мы не сможем его обеспечивать. Поймите одну вещь, что не от территории зависит твоя власть, а от твоего действия. Просто даже сравним Казахстан. В сравнении Казахстана, самый ближний, да? Огромная территория, половина из них, грубо говоря, пустыня. Ну, кому нужна пустыня, да? Что там можно делать? Ничего пока, никто ничего не придумал. Вот. Но она же стоит. И хлеба не просит. А здесь, получается, Башкортостан, Татарстан, если заберет Пермь, Коми, на море выйдет, у нас реально там будет, во-первых, просто даже взять. Это огромная территория, которая просто как природа, да? Как природа его можно использовать, как природа. Просто вот природа, как говорится, твоей территории.
а потом уже думать о том, что с ним делать. Главное, власть будет именно в одном месте, так скажем, да? Если мы не будем делить, не будем круговец ремонтно-капитальной площади. Ну, сейчас вот здесь парк, да, дома доведут, а так вот здесь вот дорогу уже доделали, видите? Здесь, а то я постоянно шатался не так. Здесь неудобно было. Вот здесь вот кафель поналожили, брусчатку. Здесь тоже не было брусчатки. Потихоньку доделывать. Желаю, такие. И получается, эти территории, господа, эти территории, сейчас рамы, опять рамы, мы сможем их просто, так скажем, потихоньку располагать под себя. Но самое главное здесь, понимаете, что забрав эти территории, мы сможем добиться именно принципа того, что узкий мир до такой степени сужится, что у них не будет неоткуда добывать что-то. Понимаете? Добыча прекратится у них. Считайте, Татарстан отходит. Пермь, Коми, все это отойдет, если даже там есть что-нибудь добывать, я не знаю, что там есть, шахты есть всякие. Вот, прикиньте, да? Это же идеальный тот случай, когда ты бьешь одним ударом всех зайцев. Всех даже. Не двух там, а всех зайцев ты чпокаешь, короче. Потому что продиктовка всех действий, как они сейчас нам диктуют, говорить на башкирском, не говорить на татарском, или как, что нам делать, как быть, да, вот это. Ну, Бетеневер будет в нашем, так скажем, распоряжении. Нәрсе безге эшләргә, кем белән уйнарга, кем белән уйнамаска, кем белән йокларга, кем белән йокламаска, кемне буклемаска. Вот это, понимаете? Все будет зависеть уже от нас. Никто нам не будет диктовать, что почему же вы там распоряжаетесь этими территориями и так далее. Потому что вся территория, которая внутрь, да, зайдем, там они могут сказать, это же хомячки вот эти, или там пермячи какие-то. Не волнует. Почему? Потому что они заткнутся в тот же момент, как мы их заберем. Потому что их неприкосновенность будет охраняться их армией и нашей армией. Они под двойным оболочкой будут жить, как бы проблем никаких нету. Поэтому здесь насчет их прохождения или что-то в этом роде вообще противоречия не будет. Почему? Потому что их мы напрягать, прессовать или что-то в этом роде не будем. Просто вся территория просто будет называться Башкортостан и Татарстан. Все, вот. Наша задача подмять все территории под нас. А внутри этого Башкортостана уже будет республика Коми, республика Удмуртия, Мариэль, какая-то часть. Вот примерно вот так будет. Если они будут кабениться, бла-бла-бла, короче, ну, значит, это будет силовой отъем всех территорий. Почему? Потому что их будут баламутить узкожопые. Зачем вам это? Не надо так. Мы будем воевать. Не. Это нас не будет волновать полностью. Полностью, кто будет вот так делать, уничтожим сразу и все на месте. Потому что это враги наши будут. Поэтому самое такое здесь для них плюс будет то, что они будут жить
как вот никогда не жили в свободе, вот в таком же обличии будут жить. Мы их вообще не будем трогать. Главное, чтобы в их республиках Удмуртии и Коми и Ненеции никогда против нас никто там не просыпался. Вот ихнее, вот это для них ультиматум будет. Не дай Аллах проснуться, все, қырып ташларға полностью и поставить туда своих башкиртов и татар в ихнем правительстве. Поэтому, чтобы они тихо сидели, они будут, как говорится, жить внутри нас. Все. Только таким образом. А ресурсы, которые будут находиться на их территории, которые мы им предоставим, они будут пользоваться сами, как хотят. Хоть куда пусть засовывают эти добытую вещь. Что хотят, пусть то и делают. Нам пофиг. Ну вот, на нашу территорию, которую мы будем брать вот под воду, там, ну вот это, водные ресурсы, так скажем, да, океан, это все будет наше. Океан весь будет наш. Ну, они тоже будут пользоваться, если у них хватит ресурсов. Создать морской флот, там, туда-сюда, короче, вот так. Примерно так. И как я говорил, мы эти морские пути смело будем распределять по путям наших туганов. Это Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан. Если они захотят туда поставить какой-нибудь свой флот, да, ну свою коробку, кораб свой кораб, если они захотят поставить, проблем нет. Проблем не будет. Могут поставить. У нас будет один такой единый там морской флот. Проблем нет. Каждый свое, как говорится, будет распоряжаться, да, своим металлоломом. Потому что это корабль, это металлолом, да, чтобы он не сгнил, как у Путина все гнило. Чтобы вы смотрели, чтобы он не утонул, не загнил там, не заржавел. Все в вашем усмотрении будет. Главное нам не все вот это, то, что там внутри будет происходить. Главное наша территория. Территория наша будет, понимаете? От этого мы будем рады. Главное сорвать куш, территорию. Болгана чепуха. И что-то там будет добываться. Не добываться, это попутное дело. Добывать будем, распоряжаться будем, проблем нет. Делить будем между регионами, тоже проблем нет. Главное, Пермь полностью будет отходить нам. Пермь. А Коми частично будет отходить к нам. Вот, а Пермь полностью. Почему? Потому что сейчас я посмотрю еще раз телефон и поедем вниз. Так, комментарий нет, 32 человека, Рахмат. Почти уже доезжаю. До хрена еду. Не знаю, сколько я еду. Так, остаточно перекур. Да, в 3 я выехал. Полчаса еду, короче, 34 минуты. Шулай, туганлар, поэтому бізге одна ходка, да? Надеюсь, меня слышно, да? Меня слышно, надеюсь. Телефон без микрофона нормально берет. О, дует конкретно. Бисмилля. Вот здесь есть один магазин, но я туда не хочу пока. Я поеду в Декатлон и потом. Проезжай. Тупой поворот и тупое место в этих странах. Так, ладно.
Вся территория из чего-то состоит. Магазины, что только нет. Естественно. По сути не разберешь. Ну, вот здесь вот покажу вам. Сдают вот эти вещи, наверное, на сдачу. Видите? Вот. Это, наверное, как бы это, да? Аренда техники. Там тоже заправка, что ли? Ураза булгач, нәрсекей. Сүйлегеш, әзгене ауыз кетті. Мында туры да, мында да бір ауыллар бетінде. Мен білғаным жоқ онда әлі. Ну, как скажем, не по пути. Это не моя сторона, вообще далеко. Сейчас, считай, сколько я с вами еду. Это вообще противоположная сторона меня. Весна инда. Такое чувство, как будто весна в Узбекистане. Здесь весна не похожа на российскую весну. Она больше похожа на узбекскую. Такая азиатская между Азией и что-то такое. Но не российская это. Подавно не башкортостанский. Башкортостанда не такая природа. У нас все по-другому. Здесь и раньше все, и вот так вот. Считай, Узбекистанда до Навруза же, считай, у нас там что-то происходит до Навруза. Посадки, масадки. Баранги, саранги, утраталар битинде. А здесь не. Здесь тут типа того, да, тоже. В Башкортостанда мы только 9 мая, на День Победы, когда был выходной, тогда сажали картошку. А здесь вот конкретно. Все копаются на огороде у себя. На огороде сад. Сажает цветочки. О, белочка. Поймаем белку или нет? Она. Шаба. О. Салям, кошмайынды. Репортаж надо было взять. Белочки. Зато здесь вот самое интересное, здесь животные на месте, здесь никто их не истребляет. Вот эта тема. Не то, что у нас там браконьерство, туда-сюда. Я, как говорится, рыбу ловил разными путями, да? Ну, рыба это рыба, понимаете? Рыба, я считаю, что не может быть браконьерная она, не браконьерная. Если ты ее жрешь или продаешь, и ловишь, и срав не делаешь, то это нормально, я думаю. А вот ловить всяких тигров, белочек для шубы или там для чего-то, я не знаю, это идиотизм. Это реально уничтожение животных. Просто так. О, барашки здесь, видите, вот пасутся. Удивительно, вот чья это может территория, да, быть? Просто вот здесь вот есть пастбище и барашки, видите? Где тут ферма, где его хозяин? Наверное, вот здесь через дорогу, вон там, наверное. Удивительно, блин. Первый раз выйду. Может, в прошлом году не было их? 3-4 барашка. Ну да, здесь забора даже не было. Забор сделали из веревки. Электрический, ни хрена себе. Электрический забор. Написано. Чтобы бараны не убегали. Сейчас поднимемся, надо спустить. Наверное, этот тренинг.
зеленый. Велик зеленый, бисмилля. Кто не поворачивает? Я попробую не выключать. Если там будет ловить в магазине, походим с вами в магазине. Просто посмотрим. Потом вырублю. Декатлон. Покажу. В прямом эфире. Но самое интересное, Дуслан, вот здесь, без Башкортостана, без уничтожения Москвы, остаться жить на всю жизнь, это нет. Это я в последнее время осознаю, что это не. Lidl, короче, немецкий магазин. Они любят везде сувать свои магазины, эти немцы. Они вроде дешевле говорят, но не так уж дешевле. Свои причуды какие-то. Но немцы суют свой базар везде. Везде их магазины здесь. И в Норвегии были, но их почему-то с Норвегии их вытулили. Больно дешево продавали, говорят, дешевые было. Сатканлар, норвеглар кулган аларды. Потому что конкуренцию делали для их магазинов. Вот так вот. Вот такие пирожки замечу. Люди на автобусе. Раньше я тоже на автобусе сюда приезжал пару раз. Фигово, короче. Считайте, весь город он прокатывает этот автобус. Офигеваешь просто ехать. Час, наверное, едешь домой. А на велике он сколько? Ну, 40 минут. Не спеша с вами. А, Декатлон. Посмотрим, что есть, что нет. Обычно вот так едешь, на скидку нарываешься, на скидку бах, и что-нибудь покупаешь. В тот раз же я приехал за обувью, а еще добавок Аллах Талям дал мне этот одеть как это, спортивку, короче. Спортивку я взял за 5 евро, блин. Просто кино, короче. Вот тут такие причуды бывают, оказывается. Так, да что? Это жизнь такая. Сейчас воткнем велик, короче. Сюда я привязываю всегда. И поедем. Пойдем, легонько. Зайдем. Бисмилля. 36 человек. Сейчас я зайду, внутри будем снимать. Я вам снимаю и внутри. Просто надо все засунуть, закрыть сумки, пумки. А тут воруют жестко, короче. Воры в законе здесь все. Сейчас зайдем. Пишите вопросы, буду отвечать. Сейчас я могу реально читать их. Будем говорить на эти вопросы, на разные темы по Башкортостану и Татарстану. И что скажете по моей теме, которую я вам сказал? Северный Башкортостан и Южный Башкортостан. Если южане не согласятся теории забирания, уже, так скажем, эту теорию, конечно, мы сделаем официал, забрать все территории, которые мы хотим. Вот примерно так. Ну, может, интернет я раздобуду еще. Потом Алдар Батыра будем читать дальше. Зайдем сейчас, надеюсь. Ладно, что-то я не буду снимать. Если не украдут.
Бисмилля, ладно. Аллах, так что так поснимаю как раз, чтобы не украли. Все, зайдем, посмотрим, что есть. Там, бисмилля. Ты этот меня взгляд запарился. Короче, вот, сейчас зайдем. Во, короче, тема хорошая. Должно быть по порядку. Вот отсюда начнем, да, смотреть. На прямом эфире. Вам редко магазин делаю я вам. Сейчас напишу. Кому-нибудь сейчас скажу. Корибу сазер, наш собор, наш союз по порядку. Надеюсь, интернет не будет тупить у меня. Ага, мне шунды курткалар керек шел. Вот 54. Вот как раз вот такая вот полулегкая такая вот. Она, конечно, больно тонкая. Утузбиш, но был вообще или брадаган. Ну, юкабу. Вообще хрень полная. Утузбиш. Щуп. Вот это более-менее 54 вот. Она тоже, конечно, от дождевик. Просто жесткий дождевик. Хрень полная. Так, это тоже тонкая. Нет, в дождевике у меня и такой есть же. Такой есть у нас Иксентулус. Вот эта тема, да. Но тонкий. Лар тонкий дуслар. Короче, вот мне надо что такое, более-менее потеплее. Вот, это классно, конечно, стольник, нихера себе. А вот таких вот местах скидки, короче, вот так натыкаешься, бац, можешь и за 5 евро что-нибудь купить. Ну, вряд ли, конечно, это 49. Ну, бывает такое, бывает. Так, смотришь, и натыкаешься на такую дешевку. Даже там кассиры даже удивляются. 29. Ну, бывает иногда. Я говорю, это не ошибка? Нет, говорит, не ошибка. Ну да, вот это вот куртка, да, вот такая вот куртка. Ну, в мешке, короче, у вас такие, будем искать дешевле. У нас 9 евро на садр бар. Что тут? Хрена, да. Внизу еще есть. Еще это почем 53. Как мои штаны. Так. Илле. Вот мы нашим дырах куртка керек. Вот. Полу 50-50, короче. Повесить надо. Она падает. Ну так, смотришь. Остатки, да, это остатки товара и получается скидки. Игорь Тугусман. Ну, это за Олимпийку 29, это дорого, блин. Если за 5 дают иногда. Пофиг, короче, упал. У нас XM. Ну, это вообще какой-то мощный, короче. Ну, сейчас он был. Короче. Шулай. Ну, этот. Вот, примерно вот такой мне надо. Вот. У него и убирается, и вставляется. Нифига себе, двойной удар. Вот это тоже тема. Житмеш, короче. Ну, будем посмотреть. Просто этот. Я часто люблю же ходить. Я же постоянно вам снимаю. Вот когда часто приходишь, ты попадаешь на такую скидку, бах, и ты можешь насып кылган болса, аласың дешевле. А так ломиться сразу, я же не голый, Аллаху шүкір. Фуфло 20 евро. Ну, реально фуфло. Черкизовский рынок. Черкизоновский. 40. Ну, такой, более-менее приличный надо брать. И не высокомерный, и не, как говорится, такой средний. Ну вот эта толщина вот самый раз. Наша толщина в данный момент киерге удобная, потому что у меня толстый, не толстый. Я же сюда как бомжара приехал. Одним рюкзаком маленьким. Маленький рюкзак у меня был. И все. Считайте, все заново строишь тут. Зимнилар мына бұлар шәп штандар до хрена чакырып қойғандар. Сатылмаған. Они же
Сату Масса, все, они скидывают его, чтобы новые модели вышли на следующий год. Ну, такое барахло надо смотреть там, в другом магазине, в котором я вчера был. Вот там смотришь такое барахло. Игорь Матухус. Куда я отношусь? Балокка. Я не балок сейчас. Эти что? Вот, видите, промо 130 было, 80 сейчас. Хорошие куртки. Это вообще офигительные куртки, считайте. Хайкинг. Такая вот зимняя, офигительная. Огромный размер только для мутантов. Тут вот сумочки, мамочки. Понятно, короче. Ну да, женский. Если кому надо, женский. Пройдусь. Ну, давайте обувь посмотрим. Обувь у меня уже теперь есть. Больно пока не надо мне обувь. Обувь полно, короче. Всякие. Это вот сторона дешевая. Считайте. Соломоны 139. О, Мейрель, вот. Мейрель самый то, конечно, но здесь уже ты не можешь это купить, потому что не работаешь. Кто не работает, тот не ест. Работаешь, одеваешь. Не работаешь, не одеваешься. Иногда скидка была иногда. Можешь попадать на скидку. Но здесь что убивает, кожаный не найдешь. Вот в таком магазине хрен ты найдешь кожаный. А вот в Москве кожаные бары. Потому что там, наверное, погода позволяет, наверное, не знаю. Вот тут нету вот кожи, вот вообще вот не найдешь. Вот ширпотреб вот такой, перевертыш вот. Что с такой взять? Перевертыш. Кожа Юкманда. Гладкие такие, черной кожи не найдешь. Есть в других магазинах. 200-300 евро стоит. Минимум. И тоже Мэриль женский. Женские соломончики. Сандали вот сейчас уже начнется. Так, здесь детский лар. Детский. Ну, да, сейчас знаете. Вот насчет магазинов, вот насчет бизнеса, вот Башкортостан, Хам-Татарстан обязательно должен будет, вот с ними будет договор сделать надо будет. Декатлон же вот французский, допустим, идеально будет, как говорится, сделать. Она юрта, грубо, да? Огромная хата, офигенная, да? Вот это сортир, очко так, скажем. Вот такие есть. Вот они, вот такие вот. 85, 129, 169, 64. Цены разные. Вот какой-то дерьмовый 29 есть, 30 евро. Вот этот. Одноместный. Ну, вдвоем можно здесь залезть. 30 евро. Вот. Муж, жена. Один сапога. Наверное, тоже можно. Куандык. Куштау съездить. Вот так вот. Это фонари. Всякие, видите? Éclairage de camping. Фонарики. Для велика тоже нормально, но цеплятора нету. $11 евро всего лишь. Фонарик. Лампаларында типа.
Водонепроницаемый, наверное. Еще бы тут, он Гулугина кетмесің, мына матрас оларға керек еще, наверное, анда. Туда что-то надо тоже стелить. Ну, не такие, конечно, с этим матрасом ты далеко не пойдешь. Он надувной вот. Ауа это пока, наверное. Ауа. У кыргызов ауа это типа ае, ауа. А тут ауа типа хайер. Пока. Goodbye. Келіп жеттім. Поснимаю тут это. Так, это что? Вот это вот намордник. 5 евро. Я тоже вроде здесь брал. Или где я брал его? Где-то я брал. Так, есть инструменты. Вот скидки какие-то вот. Только чей это непонятно, ну вот футболки. На шум ты еще там находишь, короче, за 5 евро можно найти. Ну, не знаю, это Козларский, наверное. Там, наверное, где-то сейчас мужской сейчас. Я вон там где-то брал. Сейчас поищем что-нибудь. Пока пройдемся по нормальным вещам. Если по пути увижу, зайдем. Кепка вон 10 евро. Всякие. Так. Вот здесь вроде я брал. Что-то оно передвигает, что ли. Хайзер передвигает. Нет, мандатуру. Ну ладно уж, пройдемся. Но было здесь. Может, на том? Вот здесь было, точно я помню. Сменили просто. Может, я путаю. Сейчас. Передвинули, получается, туда, что ли, отнесли? Еще вернемся. Тут детский. Вот для этих конюшен. Юримбитыга отларга. Вот они, наверное, так тут одеваются. Вот, нет, не перепутал. Нет, это детский. Детский, блин. Такое же место для взрослых. Ёк, передвинули они. Идем сейчас назад. Давайте пройдемся вот здесь. О, по оружию пройдемся. Вот здесь оружие есть охотничье. Вот всякие пистоны, видите, вот всякие фиговины. Бізге ведь башқұрт татарларға керек мына бұл әйелдер. Вот, видите, ну это для животных, конечно, это вся хрень. Ну, урыслар от животных не отличаются. Им тоже можно пулять с этих. Ну, это дорогие, видите, как. Вот. Какие цены тут на это. Нифига себе, да? О, пуля, да, это? Что это такое? Если пуля, на пулю похоже. О. Видите? Пуля. Видите, под замком все. Под замком. О, видите, стреляет. Туф. Так что под замком. Полное вот обмундирование. Да, нарсадр был. О, точно. Тренинг пули, видите? 200 евро стоит, да? Вот 2 штуки 200, а так 100. Ну 105 евро скидка, а так вот. 100 штук, видите? 100 штук 200 евро, так что вот так вот. Вот какие-то еще, какие-то как хрень, тупонос какой-то. Он нам не дай бог, что за хрень это. Армия-то 20 лет назад я их, может, давали нам трогать. Или там понюхать. И все. Вот эти вот есть. Для снайперов. 150 евро, 75, 45, 60.
Что вот так вот. Блин, вот эта вот тема хорошая. Ну, что-то этот... Ну, тут резиновые сапоги. Ну, вот. Рыбакларға енді бұл. Рация да бар ма? Прием. Ну да, вот эти вот сапоги. Ну-ка. Что тут? Ни хрена, 125 также стоят. Цены не меняют. Скидок нету что-то. В этот раз нету скидок вообще. Больно на что-то нету скидок. Menga kerakmi turgan ayblarga bordir скидки. Нет, я не знаю. То место я должен поискать сейчас, где скидки были. Я сейчас поэтому и приперся сюда. Тут женский. Ну, вот здесь, наверное, не знаю, здесь женский, мужской. Куда они запихали? Финдосирия. Вот это Финдосирия мне надо. Здесь вот непонятно. Куда они запихали? Здесь раздевалка. Ну, здесь вот, я не знаю, мужской, женский. Надо. Вот так лист смотришь, мол, крак, видите, вот, Олимпийка. Вот так смотришь, бах, и 5 евро. Крак, короче. Вот, 8 евро, вот. Майка огромная. За 8. За евро можно поискать. Ну да, этот... Тут и мужской, и женский микс, короче, я так понял. Шулай. Нет, что-то я... Не так было, там было много вещей. Что-то я не могу найти. Мономекен, Козларский, купальники всякие. Даже купальники, блин, со скидкой там толпа. Прошлогодний, наверное. Во! Это что такое? Мужской, вот. Вот такие места. Или женские это, блин. Нет, это женские. Фиг его знает, мы женский, мужской даже не поймешь. 200 евро, охереть, со скидкой 200 евро. Это что-то я не туда зашел, блин. Больно не для моего кармана. 200 евро со скидкой. Хз, блин. Наверное, на той стороне надо искать где-то. На той стороне мы. Поискать. Давно келмагаш o'zgartganlar endi, я не могу найти. Все, куда-то распределили. А может, перепродали уже нету, может, это мусор. Как бы, да, остатки товаров. Они скинули, может. Ну, короче, вот такая вот хрень нужна. Вот нормальная же. Ну, такой вот надо. Вроде бы и дождевик, и вот и толщина нормальная. Короче говоря, понятно. 65, 95 bo'lgan, ha, 65 ekan bu. Скидка. Yaxshi endi mana. Внутренние какие-то примочки есть там. Расстегнуты. Вот, ага. Можно взять, убрать. Атташе. Ага. Көрдіңіз, 2 в 1. Еще мынандай хрень. Вы классно же, да? Атташе мынандай. Дождевик и бу. Ну, стоит 65. Ну, будем посмотреть. Ну, конечно. А не, вон мында Козларский. Кой мына шундай мужской, блин. Пихнули. Всякое я где-то не увидел. Есть оно где-то. Еще раз прошманаю сейчас. Сейчас прошманаю. Сейчас туда, на ту сторону перейдем.
Мынандай, блин, я точно помню, вот здесь были 3 кошки вот такие одноразовые. Эти футболки были одноразовые, и вот оно здесь было. Убрали, короче, нету. Такой. Хрен знает. Так, сейчас я. Какой-то менің қырда қазір ир-хотын үйренді шарақ сөйтіп. Урысша оңнайлар шекелдік, урысша оңнайлар шекелдік, урыслар. Нешіктер шарақ өтсі. Урыслар, наверное. Жоқ, мынанда да бар, мына балаларынікі. Мужской қоя. Это вот тоже угол. Ну, детский это. Детский, женский. Это вообще хрен знает, чей. Ну да, это точно женский. Что-то я в женском отделе хожу. Женский отдел. Вот, бинокли же я не показал. Короче, вот бинокль бар. Ну. Вот. Кажется, бинокль тоже вещь нужная. Вот эти вообще 230 евро. Ни хрена себе, что это? 10.30. Вот, зум это вот 10.32, 10.42. Курдыгызмы? Охереть. 107 метров, блин, красота была. Бу 105 метров, а бу 102 метра. 8.56 нарсагадр. Сологнак вот это. Сологнак, знаете? Вроде бы он китайский, вроде бы. Потому что и обувь есть. Вот, видите, China, видите? Да, шанапта Китай опережает во всем. Блясызма. Дуняна, как говорится, если мы будем вот так спать, они раком поставят Дуняна. Поэтому я зря кутарлерге керек. Свою независимость надо создавать, чтобы бодаться с такими гегемонами, чтобы мы, как говорится, могли наравне с ними бодаться, создав Татарстан, Башкортостан, как я вам говорил, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, чтобы Китай не проглотил Азию. Мы, как говорится, должны совместить это все вместе. Вместе мы должны встать против вот этого китайцев, американцев. Ну, против Европы мы не сможем встать, потому что мы от них, как говорится, пытаемся вырвать какую-то помощь. Раскладушки такие, да, прикольные. Офигеть, да? 250-300 евро. Компакт. Да хрена их. Раскладушек всяких. Да тойда. Утыргыч, наверное, еще он эркс. Bütün evler var indi. Okşağına gerek. Biz рукавка офигенная. 35. Мачете. Ну это прикольно, ну дождевик тонкий. Видите как? Блин, будет вообще шаб, а? Жерде ятмаска. Нахрен жерде ятырга салкын, блин. Шо ятасың? 200 тенге. Алу 120. Мында целая семья может залечь. И раскладушка, и матрас сверху, какой-нибудь одеял. И бах, все можно с детьми поспать на природе. Так. Алла берса. Мына шулай. Башқұртстаныбызды қолға алғаш балық тұтырға барабыз. Ағытылға. Әйме? Демаға. Дим бойында балық тұтырбыз. Это что за хрень? Моторный этот, что ли? Нифига, пропеллер. 315 евро. Если кому надо, могу отправить. Лодки. Ласты. Так. Ведро для рыбы. Так что вот. Ну, они вот на блесну, помешанные на блесну почему-то ловить. Вот все на блесну ловят. Я редко кого видел, на поплавок сидят.
Они вот на этой херне сидят. Не знаю, что тут, хищники, что ли, здесь? Ну, щука, мне кажется, только тут есть. Больно, что-то и нету. О, одноместный, 230 евро. Одноместный. Так что вот так вот. Самокаты, мамакаты. Ролики. Крыхсу. Ужас, блин, от хаха. Вот это что? Эти то ли на ремонт пришли, то ли продаются со скидкой. 740 евро, блин. Нет, продаются со скидкой. Бэушные продают. 740 бэушные. Электрический, что ли? Нет. Ну, там свет только на электре. Бобина есть. И все. 740. Шуну аламма мен. Бугума керек. Обычно крути он. У меня-то не такой, но вот такой спортивный. Крутишь, как говорится, сам. Нахрен тебе электрический. Ну, если работать курьером, да, нужен электрический, а так нафиг нужен. 744, вот, тоже хороший, но со светом, вот эта вся тема хорошая, но тема городская. Не попрыгаешь по бордюрам. Фуфло, короче. Так дорого продают, бэушные. Дурт-полда. Так. Она перчатки. Сигестун, блин. От хака, блин. Я в Москве брал, дешевле были они, в Спортмастере. Здесь это все равно, мандат все дорого. Тебе заметил, все дорого здесь. Офигеть, дорого. Ну вот бандама на кусок тряпки 6 евро. Тоже мне. Так. Ну, это так, для велосипедистов, вот для поджопники. Фонарики. Самое болезненное, вот они любят вот электрические, вот вроде бы зарядным устройством вот поперло. А так они любят только на батарейках. Что батарейка ульганнаринда. Нафиг нужен уже батарейкала. Ну, от хака 30 евро. Ну, от хака был копейкаға мен алған, я помню, блин, грубо. 500 рублей от силы стоило раньше. Это 5 евро, грубо. А здесь 29 евро, прикиньте. Офигеть. Все на зарядке. Вот с Тугузмана вообще офигеть. Ну, здесь, конечно, комплект. Но все равно дорого. Даже комплект дорого. Я же... вот это вот тема. Вот. Манарға 3000 ға мына 2700-ге берелер. Скидка. Вот это тема. Мында от арбасы бұл, білесің ме? Мында мана нәрсәген айу, модели. Писец. Вот. Мен постоянно көрем бетен, мында 2 баласын утыртып алалар, 3 баласын да утырта, всех тянет. И мында еще крыша да қоялар, мына шулай крыша, домик. Вот такой типа, да? И все, едешь, короче. Вон, едешь. Ну, вообще, вещь, да? Мопед. Это мопед такой. Нафиг, ничего не надо. Руки засунул, мне мерзнет. Еще есть даже такие вещи. Шабин. Вот, мана шунды заводларны можно будет договариваться. Всяко вот, чей это вот местный, Between, не знаю, вроде бы китайский, конечно, Between вроде бы, он китайский, немецкий, китайский, что-то такое. Ну, можно было бы, вот такие вещи тоже реализовывать в Башкортостане. У нас хватает всего, чтобы делать. Главное, нам оболочка нужна, начальная оболочка фабрик и так далее, чтобы производить все, мы можем производить все. И, как говорится, конкурировать с любым контингентом. Ну, само собой, для начала велосипед, допустим, даже, да, Башкортостанымызда велогород ясарга керек. Все, чтобы пересаживались на велосипеды. У всех, чтобы доступно были, они могли бы купить велосипед недорого. Не как вот здесь, конечно, цены такие, 1900.
А да, на месте прям все дешево должно быть. Вот примерно вот такие вещи мы должны будем создавать для удобства людей, государства, да, так скажем, чтобы кеше не мучился, как говорится, от пункта А в пункт Б взять. И дороги, само собой, дороги по всему Башкортостану сделать велодороги, как я вот езжу с одной деревни на другую, дороги же я вам показываю постоянно, распитаны, чтобы были дороги, постоянно были дороги. Ko'p narsalar olg'isi kelyapman, чтобы начинить свой велосипед и сделать более такой комфортабельный. Ну, пока не могу расход делать лишний. Пока делаем сабр. Вот так вот. Шляган тошни, короче, пока мы не шлями, поэтому я не могу, как дома, расслабиться. Я вне дома. Сейчас я должен быть на чеку, на всем. Это вот корзина, вот. Көресің? Офигенная вещь. 160. Мана да, всякого ақшасын түшіріп болады. 160 это дорого, я думаю. 16 мың, да? Допустим, можно было бы спустить, на месте сварить это все дело. Колесо даже. Колесо, конечно, никудышное, я думаю, вообще дерьмо. Можно было бы поставить пошире, допустим, эти баллоны, да? Хотя бы вот такие баллоны поставить, вот, мощные, чтобы она амортизировала об бордюр, об всего, что ты будешь ударяться. Ну вот оно, цепи мне нравится. Видите, какой черно-белый, черно-белый. Видно будет косяки. Ну, вот это вообще классный. 500 евро, да? Классный. А я за 320 брал свой. Мини-кейн надо обычные. 320. Ну, вот это прикольно, но, скажем, пофиг вообще. Ну, тут дофига, короче. Да, может, это скидки будут. Сейчас я посмотрим. Нифига себе. Что за хрень такая? Пластмассовая какая-то. Так, вот здесь вот скидки девчонкам, что ли. Кроссовки девчонкам. Скидки, короче. Вот на рукава 10 евро. Вот начнем так. Здесь. Пошли-ка. Вот эти кроссовки реально офигенные, я вам скажу. Вот эти соломончики, поломончики. У них вот эта амортизация реально вот четко сделана на манабу. Вообще. Шепа яхим, да, нашел. Вот то, что они придумали, вот эту вот резинку, они правильно сделали. Раньше, если помните, квадратики были в адидасах, они ломались. А здесь нет квадратиков сейчас уже, они не ломаются больно сильно. Вот так вот. Ну, так скажем, есть у них уже литой на всякий вещь. Ну, конечно, да, Башкортостанда, да, Казахстанда, да, наверное, полно этого китайского ширпотрепа у вас уже хватает. Как бы. Одел, выкинул, вот типа того. А эти нормально, короче. Я, вот, считайте, больше года, как бы я их... Ну, сезон это, все, только сезон это протопал, нормально. Где-нибудь тут есть такие скидочная хрень? Сейчас поищу. Это скидочные... Юг. Короче, нету, в этот раз нету. Значит, на какой-то период будет оно. Я не вижу вот этого шмоток именно скидочных. Или куда-то они заныкали, я не нашел. Фиг знает. Вот это вот здесь фуфло, короче. Пробочное, губочное. О, видите, как целая куча раскладывают. Ну, вон там что-то есть, Азгана, но хрень полная. Вот что-то футболки, маечки там. Так себе, так. Ну, какой-то вот петушиные бои, вот. Ихняя фирма вот эта вот чемпионские. Альтрат.
Это вот фирменное, что-то их французское. Их вот это Франц, Франц, видите? Так скажем, эмблема. Их эмблема был. Желаю. Ну там какие-то скидки есть, обувка, можно посмотреть. Конечно, блин, солить эту обувь неохота. Бертонную обувь пришли с ним. Ну, бывает, больно сильные скидки можно будет купить. Но нет, таких скидок тут нету больно. То, что можно было купить. И модельки такие одноразовые. Такие. Короче, кожаной обуви нету. Вот это гемор. Кожаная обувь тут не бывает. Кому это надо? Вот такие вот всякие бодибилдинг. Кому надо, могу отправить. Если кому надо, вот всякие вот такие. Качалки, мочалки, кому надо. Так, это подошву. Я раздевалку приперся опять. Вот, короче, вот кемге керек, вот эти питание, короче. Вот эти вот. Масса, пасса, вот. О, блин, сколько тут? 44 евро, вот. 2,7 килограмм. Вот. Кем качается, кем употребляет, можете заказывать. Их-то можно отправлять, проблем нет. Вот 40 евро есть какой-то. Если интересно, записывайте цены. Вот так вот. Увы, какой-то. Ну, именно на всякой... Зять у меня просто этот. Вот такой, да? Культуристы с племянником. Они... Зять жрет вот такую хрень. Ну, я им... Я же не могу сказать то, что я здесь могу я им что-то сделать. Пока это в полном секрете, так скажем. Знает только вы. Где я, что я. Сагатлар. Так. Так, здесь барахло. Тут, что тут? Все, здесь все, выход, короче. Очки, мочки, носки. Туда-сюда. Мусор. Шығамыз, короче. Мынаннан выход. Выход. Да, здесь. Камешек. Все, выходим. Погуляли, выходим. Сейчас поедем в другие места. Поедем в другие места, короче. Тизгина юрипчактам енді делать нихер там. Мой. Менің тайчағым тұра, короче. Это вот мой. Маленький такой. Накамурушка. Какие-то, короче, дальше. Положим в другом месте. Где можно положить еще? Ну, все, я как бы успокоился, то, что мне надо было посмотреть. Тут, получается, пока нет то, что я хочу. Потом центр, да, поищем что-нибудь. Лучше на улице погуляем, да? Свежий воздух. Отсюда я не домой, а в центр я не ездил отсюда. Вот надо попробовать отсюда в центр поехать. Другие места уже я смысла не вижу заходить, потому что алимени бошым кірмәгән, күтім кірмәгән. Шунарға мен не могу что-то тут делать лишнего. На днях как раз общался с украинцем, с одним братаном. Но эту тему я просто пока поверхностно только скажу. Вот, который рассказывал то, что
я вам писал в Телеграм, 400 евро получаю туда-сюда, я был в шоке. Короче говоря, здесь украинцам, я думал, дают там по 1000 там евро. Примерно, да, я так думал. Ну, хотя бы там 500-600. Оказывается, 400 только и дают евро. Я просто в шоке был. Эй, там, ты раз, помните, я вам в Телеграм писал еще тут, что-то там шепчется один старик с женщиной какой-то, украинцы, что-то там недовольные. Я говорил, то ли 400, то ли 500 они говорили мало, то ли 450 мало. Что такое? Ну, видите, они живут, жилье у них есть, а у этого нету жилья. Вот у кого нет жилья, оказывается, дают 400, а у кого есть жилье, дают 200. Вот такая вот херня, Услар, понимаете? Меня, оказывается, и 200 алып, Аллаха шүкір, я в выигрыше даже, оказывается, чем даже украинцы, потому что им дают 400 и без жилья. А за 200 ты жилье тут не найдешь. Вы что? За 200 жилье нету. И получается, что получается? Получается, я, Аллаха шүкір, ну, так скажем, нормальном в этом нормальном состоянии, так скажем, да, нормальном, ну, в плюсе, так скажем, блин, сказать, когда. Так, попробуем. Сейчас выйти вот туда, я не знаю, наверх выйти, наверное, надо было. Ну, посмотрим. В эту степь уже я не вижу смысла ехать. Ехать надо в центр, наверное. Сейчас развернемся. Вот здесь тоже есть огромный магазин. Можно было бы туда зайти, но нихер там делать, блин. Продуктовый он огромный. Кора ее. Она Корона переделали мы как. Каринфур, наверное, стал он теперь. Сейчас кто знает. Декатлон зорлаған көрдіңіз бе? Офигеть, да, блин. Ужас. Шул Декатлон бар еді. Мәскеуде де бар еді. Ол кетті бе екен, ол кетті. А, точно, Карифур işleganlar. Көрдіңіз? Көрінеді ме сізге? Ну-ка, Карифур, видите он? Карифур сделали. Да, Кора ушла. Накрылась медным тазом. Карифур стала. Прикольно, можно зайти в Карифур, конечно. Я вчера уже взял то, что мне надо было. Нужен был госпитальный самошок там. Нет. Холодильник вроде. Холодильник дорогой. Ну, мне Мец не нравился раньше. Мец, короче. А оказывается, Мец лучше был, чем этот город. Я вам скажу. Мец был более прикольный ранее. Ну, такой вот. Все это вот подземные и верхние, двухэтажная, короче, это парковка здесь. Двухэтажная парковка. Видите, как они решили проблему? Если в теплом стане в Москве была подземная парковка, а у этих, короче, вот такая. А вот здесь вроде подземная. Ну, уже верхняя подземная парковка. Ну, кажется, непонятно. Здесь вот верхнюю парковку сделали. Не стали копать почему-то. А Ашанда, так Икея Ашанда, теплый станда подземка была. Подземная парковка. Тупорылая она такая была, конечно. Зайдешь, не выйдешь, блин, оттуда. Как это? Шопа была. Білмеймін, мында кіріп шығайын ма екен, енді уақыт уздырырға керек дейді барыбір, әйме? Что скажете? Ну, можно прошмонаться, блин. Потому что там... Ну, тут есть и другие магазины, но они дорогие, блин. Они сверхдорогие, блин. Всякие там.
Подумаем. Какой-нибудь ауга, что ли, поехать, блин, думаю. Аул-то далеко, блин, уеду сейчас. Не успею приехать на ифтар потом. Tigiyoqlarni men ko'rmaganman endi, конечно, tigiyoqlarni ko'rgan yo'q. Далеко. Ну вот этот откуда слез он, блин? Откуда он вылез? Дорога, что ли? Охренеть, эти прилетят, что ли? Как понятно, продуктовый, возле меня тоже такой магазин есть. Ну да, видите, Wi-Fi Кора написано. Wi-Fi тут есть. Wi-Fi Кора. Тут не вырубилось. Тут другой интернет подключается за Кора. Декатлон паркинг Тугузан до 7:30. Да, есть магазин на магазине. Сейчас я вот здесь где-нибудь посмотрю карту. Может, вот я на ту сторону моста я не был никогда. Вот на той стороне моста. Что за город, блин? Что за место? Так, сағат 8:30, да, sizda уже? Башқұртстанда. Шықтым, короче. Жаюғанда. Керек қайда жоқ. Алсамсың тәйір. Aylanam da foydam bor. Да. На той стороне, короче, железка, вот через вот эта железная дорога там. Ага. И маленькие такие улички, короче. Ну, короче, фигня полная, я вам скажу. Там в конце Леруа Мерлен есть, оказывается. Леруа Мерлен, блин. И уже ауылға шығып кетеді дальше уже. За город уходит. Да. Үш рабочий киім кигенler рабочийларның кетіп бараны. Одинаковые спецовки у них, штаны. Да, давайте, короче, барабыз центрга. Потом центрдан қайтабыз енді үйге. Попробуем воткнуться в центр. Смогу ли я туда
приехать вот этим путем, которым я приехал. Так я точно не возвращался давно. Так, жиди киши. Рахмат. Mana bu 4-chi mola ketib borishim O'zbekistonda. Bular точно ishdan qaytib boralar. Ishdan qaytib bora. Так. Все, маленький. Время убить. По сути, вон туда зайдем сейчас. Это точно. Потом в город. Здесь же нос тоже есть. Другой нос. Другой нос зайдем. Вчера, где я был, там что-то я не нашел. Может, я в этом нозе найду. Потому что мне надо. Сейчас сюда зайдем. Это большой нос. Меликхардағы бәләкей. Мұндағы зор. Unutмасқа шунда кіреміз қазір. Там с вами погуляем тоже. Скучно одному, знаете, вообще тяжело шулай бірәрді білесізбі? Сөйләшергә кеше дә юк. Кеше күп, сен белән кем сөйләшәйін? Телен білмейсің аны. Через переводчик только можно общаться. Поэтому здесь шул өзіңнің кішілерің жиылырға тиіш. Как-то вот так вот. Ну, что-то... Не вижу. Никто этот не собирается здесь. Oldu kişi rahmat. Bir de paramız. Красный, красный, красный. Вот это прям пройти. Да, вот эти вот у всех вишенки, что ли, целые деревья красные, вот вишни, наверное, показывала. Көрдіңіз? Мына. Білмеймін, бұл мына полный урам қызарыр ма екен бұл.
Көрдіңіз, қойдадыр деревья расцвели, көрсеттім мен сізге. Вот бұнда да шу қызылдар шығырға ойлайында. Қойдадыр жоқ. Значит, қойдадыр салқын, там низменность, выше, ниже. Қойдадыр салқын, қойдадыр жылы. Поэтому вот такая вот погода. Так, 1 сағат 40 минут месяцем. Что-то я не понял, я не проехал уже. Проехал? Нет, там. Дальше. Посмотришь, Юлерина, и бедные дома есть какие-то, есть ухоженные дома, и заброшек много. Вот так вот. Как в Испании, здесь тоже хватает, там говорят, много домов, которые можно захват делать, захват домов можно делать. Всякого вот в этих местах полно таких домов. Чужое имущество захватывать, что-то я не могу понять вот этого. Мне в Испании предлагали такой ересь. Не могу понять все. Раньше трге, кишины. Не знаю. Есть только какого-то своего врага, если так сделать. Тоже не знаю, конечно. Допустим, хабировские хаты отжать, да, и минихановские, шаймийские, вообще не будет, вообще не жалко. Вообще, как бы, нормально будет, мне кажется. Редко она была местность незнакомая, не больно ориентир. Ориентир. Сейчас проедет автобус. Зайдем сюда. Еще время есть. Көрдіңіз, уже такие многолетние розы уже яфрак шығарғандар. Скоро они будут тоже цвести. Вот здесь что прикол? Какое-нибудь такое место, юг макан, бор макан, было бы какой-нибудь толчок, да, типа пришел туда, толчок, да, вот это люди, сбор людей напомнило мне это сейчас. Стоишь вот так, и тебя забирают на работу. Вот такие вот толчки обычно бывают. Толпа студенты какие-то стоят. А эти как желтые. Так, я в тупик себя загнал. И вот таком стоишь в толчке, короче. И тебя забирают там. Что умеешь, что умеешь. Вот это умею, короче. И тебя забирают на работу. Прикольно? Это места надо, наверное, найти. Если они вообще существуют, конечно. Реально, что ты дохрена, что за херня? И хера что видеть. Надеюсь, не украдут. Сейчас зайдем. Это другой, этот вчерашний магазин, да? Только большой, короче. Это мне грузинка одна говорила. Типа я сюда хожу, говорила. Ну-ка. Bir былғаным екен, бірнеше марта болдым мен мұнда. Evet, ayırlar var mı da? Hakikaten şey bu. Teyze.
Может, я что-нибудь найду здесь подходящее под себя. Так, ладно. Ладно, как что, да? Сейчас зайдем. Так, возьму я. Вот так, зайдем. Буду снимать все. Пожалуйста. Вот. Что-то потрепный магазин попал я опять. Ой, здесь барахла зато много. Вот рогалики, рулетики тоже есть всякие. Похавать. Пишрасым галшисым, короче. Ну да, это байрак магазин. Ну так скажем, склад, наверное, это ихний. Давайте начнем сейчас барахло, будем смотреть. Это как бы, знаете, вот, ну, тут перемешано, знаете, вот, типа, качественные и некачественные. Ни хрена себе, вот это уже тема. Вчера я смотрел, где дорого, а здесь 6 евро только. Вот это уже прикол. 3 штуки 6 евро. Ну, надо смотреть качество, хорошее или нет. А вчера я какой-то смотрел, 8 евро было. Труселя, короче. Нахрен надо. Так. Это, понятно, короче. Киряк наверное, хорвай киряк. Киряк наверное. Да, так, женское барахло. Сейчас, мужской. Здесь все перемешка, здесь не поймешь. Мужской, женский. Надо угадывать. Потому что видуха у них одинаковая. Вот курточка. Ну-ка. Регатта профессионал. Ну, такая у них. Тонкая, конечно. Но цена вопроса. Все, удивитесь, наверное. Ну вот что-то не показывает, но явно 10 евро, наверное, блин. Ну, блин, нахрен ценник продырявили. Короче говоря, поняли? 10 евро. А сейчас только что я вам показывал, по 50 евро там стояли такие же. Чем отличается? Ничем. Зато цена пипец. Давайте покажу я вам фирму теперь. Protection Ryan. Ну вот от дождя типа, да? Чей туфля? Ну, Китай, наверное. Ну, подплата, полиэстер. Новый, видите, новая. Напишем. Кем написан был? Короче, жазылмаған. Мынам да может жазылған. Ну, тоже, блин. Я прикольнуться хочу, чей туфля. Хз, короче. Ну, вот, короче, вот такая вот куртка. Чё она, плохая, что ли? Ну, какая-то большоватая, конечно. Сейчас. Вот. Большоватая, конечно, ну суть-то из той категории, но ну, реально это большой. Ну, мне не привыкать большой одевать. Как говорится. Ну, прикольно. Вот это женская уже, ну, короче, вот так. Видите, вот хватан кызлар шубина, мана тагып кылгандар, короче. Яра, идем дальше. Мана ояким. Ну это, видите, вот мана оякимлар, если кому надо, могу отправить тоже. Рабочая обувь с жесткостью от ударов. Пальцы, чтобы вам не выбило. Тяжелая, блин. Вот что-то пластмасс упала. Короче, если кому интересно, могу вот такие вещи отправлять. Я же вам постоянно говорил. Ну, вот такие вот. Почему они хз, короче. Цены нету, блин. Хоха, блин. Это, блин, хоха не сейчас, блин. Знаешь, он ты. А каким нормально? Это женское. Тут что-то женское до хрена. Ну, Пимкей. Это Пимкей, но фирма это офигительная, но вот только вот женская, это женская. Что ты смотришь, да? Вот 15 евро вот есть. Тут тоже, наверное, 15 тогда. А нет, это внутренний другой. Это
О, нифига, двойной. Двойной, прикольный, жесткий, конечно. Дешевка. Вот это верх дешевка. Почем она? Рабочий, да, это чисто рабочая такая. Почем? 25. Ну, нахрен. Дорого за 25. О! Безрукавка прикольная, тонкая. Тоже профессионал, рабочая. 10 евро. Ну, значит, тут тоже 10 евро, значит, поняли? Вот 99-ка стоит тут. 10 евро, видите? 10 евро, вот. Безрукавка 10 евро. Мерси баку. Блин, на кассу типа зовут кого-то. Наверное. Ну да, вот. Ну, такую прикольную. 10 евро. Можно взять вот такую тему. Можно взять. Куртка вот такая вот, 13 евро. Ну да, мында кыбрак, мында выбор кыбрагында, мында 14 евро. Il me faudrait la boutique 0423, s'il vous plaît. Je répète, 0423, merci. Je sais pas. Так, все понятно, короче. Чуть-чуть мне надо кое-что другое, да? Меня мынандыйрак керек, брайбер, блин. Жылырак. Я чувствую холод, блин. Атакует порой. А такой есть тонкий. Тонкий тысячи. Тонкий кигенчи бір жылынып киесің. 1000 карманов. Ни хрена да тема. 7 евро. Видите, 1000 карманов, 7 евро. А сейчас в Декатлоне почем я вам показывал? От Хохое, помните? 7 евро. 1000 карманов. Вообще тема. Можно взять. Мне нравится. Менікі уже туди Ресейден алып келгенім башқаша. Уже. Бұл қолым. Прикольный был. Жылы. 7 евро. Эска. Вообще тема. Ну, возьмем дальше. Так. 1000 карманов все равно хорошая вещь. Телефон запихать туда-сюда. Как раз когда на велике ездишь, удобно носить. Так. Мынандыйрак куртка керек енді менге. Мына шундыйрак. 10 сум. Көрдіңіз, мына 10 сум. Ну, как раз можно вот такой взять. Прикольно, конечно, но тонкий. Вот это тонкий. И это вообще даже не куртка, это ёпта, это олимпийка какая-то. Такая. Ну, не знаю, за 5 евро я взял. За 10 жалко. Тонкий. Под него опять надо что-то одевать. А вот под него что-то одевать, это уже бесит меня. Что одевать? Футболки. Что такие дорогие? 8,99. Рехнулись они. Тут бывает, да, цены какие-то, рехнутые цены тоже бывают тут. О, вот такой вариантник я мечтал. 8 евро. Но за 8 евро я не возьму рубашку. За евро я могу найти где-то. Где-нибудь. Так. Так. Это что? Костюм. Офигенный какой-то костюм. Хорошее качество. Лиган. Фирма хорошая, наверное. И качество вот это офигенное. Каким-то вот этим с курточкой. Смотрите, с капюшоном типа, да? Прикольная вещь. Смотрите. Вообще и размерчик мой, наверное. Но только это женский мекен, мужской мекен. Интересно, да? И почем она, блин? Цены нету, но вот здесь вот декод, короче. Декод это значит, какая-то там была цена у них, и от этого будет исходить расценка, короче. Бардак. Ташлаганар аузына тащинлар. А, вот куча очков можно тут откопытить себе еще. Нет, что-то это не ношу. Так, ладно. Ну да, я вот такие вчера видел, 8, а там, видите, по 6 даже есть. Так.
Вот в таких местах в барахлода можно что-нибудь найти на велосипед там. Что-нибудь. Шпаклёв женский. Так. Вот ремни можно. Да. Bütün evir var endi bunda. Bütün evirini ütünmeken deyip qarab yürüyüm indi. Şu пытаюсь прошмонать. Düşmeyin de. Нафиг. Так, окей. О, балаларныкі. Bir kötü. Балалар шүбі. Так. Манда, еще раз объясняю. Вот вчера тоже я хотел снять, но там интернет что-то фигово ловит, я не стал снимать внутри. Наружку только я зашел, вышел. В ТикТок загружал. Манда, эйберлер все качественные, короче. Это остатки товаров из магазинов. Называется это такое место. Место сброса, так скажем. Сток-маркет. Вот одна штука, две остается, и вот они скидывают. Или там старая модель, прошлогодняя, допустим. Ну, вот они все это закидывают сюда. Пижама, рубашка. Пижама, рубашка. Кеминде пижама, рубашка да yo'qligimda o'zini tishim. Dikot degani меня бесит endi. Haqqi yo'q uni. Haqqi yo'q. Bor 90 евро bo'lgan раньше. Прикиньте, вот этот джемпер 90 евро bo'lgan. Hozir endi skidka unaqa. Hozir dikot сколько процент? Unda процентni yoza и минусуешь. Mana shu джемпер 90 евроga olar edingizmi? 90 евроga 9000 rublga. Kim olar endi shuni? Блин. Тоже мне, блин. Вот это уже кибер называется. Если ты вот такой носить будешь, это Хабиров 2 ты становишься. Я так считаю. На ворованные деньги можно носить, наверное, такой. Но если ты докажешь, что ты купил вот здесь, другое дело. Вот так вот. Пиджак. Ну что-то меня на пиджак не тянет. Хуя барам мен, блин, пиджак, блин. Я же не деловая колбаса. Я аульский. Аудан. Свободный. Вещи люблю носить, которые не принуждают меня каким-то дресс-кодом. Ну, как-то вот так. Ну, здесь, конечно, уже и женское, и мужское. Хз, короче, она был мне. Вот это вот тема хорошая, с воротником. Вообще качество, люкс. Почем? Между цена была. Он 14 евро. Вообще тема. Я вам покажу качество. Видите? Вот это качество, вот. Все, это тема. Это от хака эйбер был. На самом деле. И 14 евро, это вообще копейки. Это хбшная тема. Костюм вот какой-то вот серый. Любите кто-нибудь? Еще. В костюмах тоже. Вот если вот это качество, вот такой материал, видите? Это все, это дорогой как материал. Дорогой костюм. Вот этот материал именно. Если там синтетика, вот хуже этого чувствуете, все, пипец. Дерьмо это китайское. 279 евро стоило. Костюм, видите? Грис Клэр. Типа какой-то там, ну, фирменный, да, короче. Сейчас декот, да, вот декот. Сколько процентов неизвестно, короче. Ну, короче говоря, почти 300 евро этот костюм стоил. И он здесь. Ну, что, прикольно? Ну, всякого. Вчера я видел в декоте там, в том магазине, 80% скидка. Ну, короче, будет стоить 20 евро. От силы. Ну, что-то не прет меня на костюм, блин. Не знаю, тоже. Я этот... Джемпер 79 евро. Вот этот, блин, красный. Охренеть. Вот мне что надо. Вот такая мне куртка нужна. Охренеть, блин. 280 евро.
Буртон, Лондон написано. О, из Лондона даже везут сюда. Кошмар. Вот это вот куртка. 280 евро, блин. Вот эта тема. Чем в Декатлоне, блин. Брать? Ну, посмотрим. Вот, конечно, это женский, наверное. Мне кажется, это хз. Чей он? Женский или мужской? Тайли М. Ду С XL. Ну, скидка. Вот это качество. Ну, это, наверное, женское, да? Явно женское это. ХЗ, короче. Ну, карманы вот здесь есть. Наверное, мужской это, блин. М-ка, короче. И размер мой, блин. Что скажете? Спросим просто цена почем. Давайте, прикольнемся просто. Где это работник? Вот это работник. Мадам, боже. This man, woman? C'est femme. Woman? Oui. For example, how much? Minus. Le prix, Yeah. celui-là, This, ну, купишь. Ага, окей. Мерси. Мерси. Поняли, да? 280 минус 70%. 84 евро будет это стоить. Женская. Ну, явно уж цвет бордовый, блин. Как говорится. Ну, примерно мы поняли, 70%. А в том магазине было 80%. Ну, это качественная вещь. А, вот, 70%, точно, вот. Все, понятно. 70% скидка. Вот рубашка. Японский воротник. 70 евро стоило, минус 70%. Вот, и думайте. Так, считать невозможно. Ну, короче говоря, понятно, да. Которые... вот же даже 70% написано. Вот туплю, блин. Вот прайсы. Так, что там было? 70 евро? 21 евро будет стоить, оказывается, эта рубашка. Ну, это, поняли, Лондон. Вещи охерительные, короче, фирменные. Фирменные вещи. Поэтому цены такие. Как говорится, понятно, короче, с этими ценами. Так, не мое в данный момент, пока не мое. Не для меня, видимо. Вот 2 евро футболка. Я же говорил, я же вам говорю, футболки тут найти можно вообще дешево. Ну, это, конечно, какой-то женский, странный вырез у него. Ну, по крайней мере. И есть и дешевые такие цены. Так. Ну, Сызгай там, что здесь выбор реально идет от, ну, как сказать, от китайского до фирменного, короче, здесь разделение идет. Здесь хочешь ты китайский берешь, хочешь фирменный берешь. Вот примерно так. А везде как было? Везде только китайское. Везде. А фирменный ты знаешь только там, где там фирменные там Adidas, туда-сюда, вот такие вещи. Туда надо идти. А здесь вот именно разнобой. Сток именно. Ёпта, это чей флаг, блядь? Местные, надеюсь. На этот пидорасический флаг похож. Не, это местный, мне кажется. У местного что-то не так было вроде бы. Что-то не помню, блин. Так, вот такая вот тема. Вот эта куртка хорошая тоже. 35 евро. Вот, офигенная. Вот это вот. Деврет. Вот эту тему. Но материал такой я носил в детстве. Фиговый материал, который, когда намокнет, он становится черным, блин, серый, буро-малиновый. Ему надо бархотка. Вообще ненавижу. Шубзия. Ну,
За 5 евро можно было бы взять чисто так, носить, когда сухо. Мне надо что-то другое. Тут опять, короче, женское барахло, короче. Kızlarla kübrek indi beraber. Не заметьте. Kızlar şubu kübrek. Kızlar şubu kübrek. Сланцы, мланцы. Ой, блин, такие страшные. Так, ладно, здесь барахло женское. Идем дальше. О, может, обувь какую-нибудь найдем. Вот я вчера находил одну обувь кожаную. Прикиньте, вот в таком месте я кожаную обувь нашел. Ну, размер маленький, а вот она тащим, блин, 42 размер, она сказала. Но была классная обувь. Вот это вот тоже прикольная. Ну, размер мой, не мой. 25 евро всего лишь, вот. Чья это фирма? Made in China, блин. Да ну, нахуй. Я же говорил вам, что фуфло тут тоже есть. Вот это рабочая обувь, 25 евро. Кеты. Джек Джонс, вот кеты. 16 евро. Джек Джонс. Кеты такие любит кто-нибудь? Жесткий подошва. Оригинал. Оригинал. Фуфляндия, короче. Вот это что, женский? Женский. Так. Ну-ка, вот здесь что? Тут тоже. Такие мелкие детские размерчики остались тут. Bizning razmer tug'ilmanda. Bunda bizning razmer yo'q. Tug'anlar. Так. Bunda bola shaga размерлari endi bunda. Ну, можно на qizlarga туда-сюда можно кому-нибудь взять. Было бы. 25 евро. Вот такой. Refresh какой-то фирмы. Ну, такой. Надо проверять, фирма, не фирма. Там туфля какая-то. Вот кожаная вроде бы, да? Декот. Декот это значит все, пипец цена будет у него. Ну да. Made in Portugal. Вот. Made in Portugal. Кожаная. Туфля конкретная, короче. Размер какой? Интересно. Интересно. Олиган. Олиган. 44-й год. Ну, может быть, мне влезло бы. Ну, куда я пойду с туфлями? На велике, блин. Куда я пойду вот? Я не вижу вообще сейчас себя где-то там в туфлях. Нигде не вижу я себя. Шлепать где-то в туфлях. Что-то непруха уже, непруха. 20 евро какой-то кошелек странный. Всякие рисунки, мунки. Бишкиши утра, Рахмат. Это я так лазю, если кто новенький, заходите, лазю в этом ширпотропном магазине, где фирменные вещи сюда закидывают, короче, да? Вот, типа в таком месте лазю. Если кто новенький тут. Просто так, время 5. Ага, мне уже надо валить. Ну, где-то 5:30 валить будем, потому что не спеша домой поедем. Так, окей. 30 евро. Дорого. Михалам-балам называется это. Модерн какой-то. Минди. Ой, помните, вот такое в детстве носили? Мода была. Ой, блин. До сих пор эти джинсовки в моде. Я ненавижу их теперь уже. Такой тяжелые мы носили в детстве, оказывается. Еще умирали, если их не будет их. Ой, блин, мы типа такие лохи, короче. Такие, блин. Все любили джинсы. Помешанные были в джинсах. А сейчас, вон, даром, блин. Никому нахер не нужны. 13 евро вот какая-то джинса. Странная какая-то. Пипец, какая-то странная джинса. 13 евро. Ну, очень странная, мне показалось. Какие-то размеры странные для каких-то то ли для лилипутов, то ли для каких-то мутантов, блин. Ведуха страшная. Так, желтая футболочка. How much? How much?
10 евро. Нахрен, блин. 10 евро я. Лучше куртку вон ту куплю, да ведь? 10 евро это же уже вообще наглёшь. Ладно, короче, идем дальше. Ну, о, что за куртка? Ну, такая, блин. Фуфляндия. А, во, тоже. Вот типа вот такой куртка керек мне, мына шундайрак. Вот это шап. Куртка, но что-то окшасы да шап 35. Yok, мы поищем еще что-нибудь подешевле. Но они сейчас 13 сум, блин. Она был 13 сум. Видишь? 13. Видишь? Нормальная тема, да? Легкая. Спак холд. Спак холд. Испанский. Такая прикольная. Такая. Спагнола. Ну, вот такая тоненькая, вот как раз. Примерять надо. Раздеваться, примерять надо. Ну, будем думать, короче, да? Салафановой больно. Так, надо пройтись. Тетя сейчас уйдет, зайдем туда. Ну, такое, что я увидел там. Я прошмонаюсь тут пока. Ну да. Блин, велюр или что это, блин, бархотка это. Тоже древность какая-то. Черкизово когда было, я же тогда еще уже в Москве был, занимались торговлей. Из Черкизона вытаскивали, короче, дешевую одежду и продавали своим же нелегалам. В то время как раз шел мощный пресс для нелегалов. Они приезжали на работу и с работы не могли выйти, там регистрации не было. Раньше не было работы расширения, такого, только регистрацию просили. А регистрацию не могли они сделать. Они могли делать регистрацию, ну, фуфловую, фальшивую. И за это они, менты их притрясли. Короче говоря, они не могли вылазить из рабочих мест. И мы вот лазили, короче, по этим стройкам, получается, и продавали им же эту одежду. Получается, они, хотели одеться, мы приезжали, там, звоним, когда вы получаете зарплату. Мы, говорят, вот в конце месяца. Окей, мы едем туда полными вот этими китайскими сумками, короче, полностью. Трусик, майка, обувь, сапоги. Короче, по сезону. И все, и везем им, короче, на стройку там, Подмосковье, Москву, там, да хоть куда. И, короче, их полный рост мы их, короче, одевали, кому что нравится, покупали. Мы бабки считали, выходили и все. Короче, бомбили конкретно. Но потом это уже неинтересно стало, этот бизнес уже. Черкизон накрылся. Лужкова убрали, Черкизон накрылся. Ну, короче говоря, уже и потом пошли вот эти магазины всякие, там уже торговые центры начали открываться, и все накрылось медным тазом. Все, рынок стал неинтересный, короче говоря. И мы завязали этим делом. Потом мы уже занимались дисками, короче. На Пушкина, короче, метро Пушкина продавали диски, короче, которые только выходят. Вот помню этот момент, когда мы делали «Легким паром», новый с «Легким паром» кино. Вот это он только родился, еще только в кинотеатрах люди смотрели, а мы уже продавали на раскладушках. На Пушкина, короче. Херней занимались, короче. Поэтому постоянно я был в Москве в торговле, блин. Не было такого, что я где-то что-то там на стройке работал или что-то там. Не мое это. Я лучше купил что-то, вот, допустим, вот это все купил, вынес, продал нахрен. Самый легкий способ. И мозги никто не делает. И все. Вот декот, опять какой-то декот, но вот сколько декот, это арена какая-то.
Вот такая шуршавая. О, 8 евро. Видите, вот спортивка 8 евро красная. Всего лишь 8 евро. Олимпийка, как раньше у нас. Рибыки такие, помните? Рыбок был такой. Вот вспоминаю вот эти моменты. Ну, 8 евро. Қызыл енді. Қызарып жүрмесмін. Так. Вообще, я говорю. Вот черная, женская, наверное, это. Вот майка хорошая. Конечно, наверное, женская, но 4,50. Нахрен. В обычном магазине 3 евро стоит. Так. Какие-то вещи мында хоқы бар. Қойсыда бірлені этот қибат соталар, блин. Лотус мына 20 сом. Тоже вот тоненький, нормальная курточка. Но мелкая, блин. И тонкий. Ёк. Мында ёк. Опять щуп. Короче. Нету ни хера, короче. Так, там я лазил. Не помню, короче. Все. Валим отсюда. Просто ну, там все, там смотрел. Вот здесь давайте тоже пройдемся, да? По барахлу этому. Вот такой есть стена, типа. Что такое нету, блин. Посуда. Туннель бар. Коврики. Вот. Клавиши есть, компьютера нету. Вот. 13 евро. Да. Детские или что там, соски. На, детские это. Питание. Детские. Поильники. Бала уже давно өстірмегеш, мен ұнатқанмын, как называется, даже не помню. Мына оғаш кесе тұрғын. Кімге керек? Садовники. Жіберем 3,95. Жердинс. Мына енді мойында даже. Инеңнікі. Қол майлана. Мына бір күту. Тығып жіберем сізге қошы. Франциядан. Фирмасын айтам, қойдан шыққан бұл. Чтобы этот... Вот, точнее, фирмасы жазылмаған, қойда шыққырға может. Фу, блин, мойлы, блин. Так, ну вот, көрсетілген ешік кесе. Фирма жоқ енді. Короче, қойдары шыққан енді, аузына тішім. Білмеймін. О, күткі астына қойырға. Тема хорошая, вот. Поджопники. 6 евро комплект, да, наверное? Ну да, 6 евро икісі. Үйің болса. Ох, шайнүклеріні қойып, шайлар ішсек. Вот. Бол, блин. О, какой чайничек. Неше сом екен? 5 сом ғана. 5 теңге. Херня. Ага, вот эта тема 3 евро. Вот эта тема, конечно, вот эта тема. 3 евро, ну. Үй болса, оларға можно. Пока үй юк, алып болмай. Все. О, блин, пик. Нәрсеген айтмында. Можно было бы петь что-нибудь. 3 евро тоже хорошая вещь. 3 евро. Мне нужен иногда друшлаг. Аузына. Почти медобор пластмассовый, но мында керек иногда. Кое-что делать там. До хрена, что только нету. Барахла, короче, много. Мында чоршаулар, тряпки. Короче, хотно позвать. Кому надо. Ага, вот такие вещи. Печь. Стрелки. Угу. Красота. Все, мында. Мында. Там, окей, делать нечего-то.
Ну, фломастеры, короче. 3,29. Посуда пластмассовая. Ну, для зажарки 5 евро. И для всего можно пользоваться, наверное. Это. А для зажарки это, наверное, не получится. Ручки-то пластмассовые. Или они вылазят? Не, не вылазят. Ну, вот это вот такая вот стоячая тема. Хз для чего. Так. Женские кожаные. Мужской юг мы, конечно, да, именно. Ну, потому что оно пригоняется. Вот то, что есть, то есть. Не может быть другого. Так, Солт Лейк евро. Ну, Париж, да, Флай. Так. Угу. Детские игрушки. О, казанчик маленький. О, Германия написано. Ага. Сейчас у меня там был. 15 сум гана. О, шәп. Ал можно аларга, конечно, мындайны. Шәбәр белән. Ну, бәләкәй миңа зуррак кирәк тә инде белән. Инде ничә литр икән бу? Литры язылганмы икән? Берендес. Крышкасы что-то күренмәй моны белән. Амос Нидерланды изготовитель кодегис русчада язылган монда. Вот 4,5 литра. Ну это нормально, да. У меня вообще 2,5 литра же только. Это 4,5, это уже, ну, тема хорошая. За 15 евро это очень дешево. Который я покупал, 30 евро стоил, я его купил вроде бы тоже где-то за 20, где-то что-то такое, со скидкой я брал. Мына, короче, бір күту мындай. Теге магазинда мен кеше көрмәгән идем мындайны. Аларга, что ли, бля, 15 сумга. Грубо говоря. 1 кило ит. Хака. Ну, аласың да, блин. Башым кірмәгән, күтім кірмәгән. В следующий раз как-нибудь. Фиг знает, посмотрим. Пока не могу собирать лишний этот утварь. Немножечко. Пока неопределенка булгач, әллә җыеп булмый. Шулай. А так хорошая тема была. Можно было бы взять. Если крышки там я что-то не увидел крышку, знаешь, можно было вот так отдельно докупить крышку. Так. Просто я помню, Германияда алганым мен шулай, потом ташлап кетергә туры килде. Шунарга поэтому аласың килми. Постоянно аласың, ташлап кетәсең, аласың, ташлап кетәсең. Вот такая лампочка, 12 евро 70 ватт. Фары, блин. О, вот такие, прикиньте. О, нифига себе, да? Присоединять. Диодные. Мощные, блин. 20 евро. Ага, 9 евро года надо бәләкәй. О, маленький тоже есть. Но видите, плохо то, что не соединен он. Его надо еще соединять. Минус, плюс, земля. Алхамдулилля. Сори. Так. Да, по мелочам надо ходить долго, короче. Надо валить уже. Ну, думаешь, колбаса. Собакам колбаса.
Лябаса. Так, тут понятно. Allah verse үй-жай берселер, будем все тарить, иншаллах. Если суждено брать, возьмем. Даже вот такие вещи продают. Ну, все есть иногда. Как бы со всех магазинов. Тут разницы нет. Тут хостовар киляма. Он надо продукты добавить. Хоть на Сашу. Вот все, весь ширпотреб сюда завозят. Чтобы людям докупать. Мусор же не буду выкидывать. И тем хорошо, и этим хорошо. Термос. Бәләкәй термослар. Термос-кружки. Термокружки какие-то. Типа для машин, наверное. Ни хрена себе, что такое гриб? Мада Индия. Гриб. Алюминиевый. Нахрена он нужен? Блин, на кое. Нәрсеге на юг, блин. Нәрсеге на юг. О, ролики, шарики за ролики. 17 евро. 17 евро. Надо? Отправлю. Кому надо, заказывайте. Любой отсюда ширпотреб я вам отправлю. Кажется. Главное, чтобы дорога окупила. Дорога. Şey nükleer нәрсеге айтамын. Халық үйрей көрдіңіз, кеше көп мында. Керек үйің болғаш, керек мында бүтін үйлер бар. Үйің болса, нәрселер алар мында. Мында можно дом построить, как грубо говоря, новый, с этого барахла. Ну, имеется в виду. Все есть тут. Эти сковородки маленькие вот такие. 8,50 Тефаль. Made in France. Тарелки. Сковородку ношу 16 евро. Весы маленькие. Так, 2,5 часа я с вами. Так, жипы уже кирякми. Так, здесь кимлер, мы поняли, короче. Вот здесь что-то я вверх не смотрел. Ну, маленькая обувь. Тут понятно. Все. Будем ускоряться. Мына. Потом козларга вот такие вот штучки повытаскивали. Здесь вот что за хрень продают? Золото, не золото. Металлолом всякий. Ну, надо пустой, как говорится. Что-то есть, что-то нету. Перчатки. Рабочие, нерабочие. Нужны такие колеса. Так.
Все, может, домой в центр не поедем. Надо купить. Все замороженные кексики, мексики, вот эти вот рулетики, мулетики, короче, все есть тут. Что хочу. 6,50 и 34% скидка, что ли? Все берут вон. Пеки сколько влезет. Работает вроде бы, да? Это? Ну, дофига что есть. А, вот на него скидки 34% на вот эти вещи. Краусанчики вот. Краусанчики со скидкой. Готовые уже. Вот мне надо поискать это самсу, короче. Слоеное тесто надо найти мне. Где-то я в интернете видел, надо поискать в магазине. Самсушки хочется сделать. Наши. Кешети янгаринда. Ули юин был самый натянутый. Местный был наш. А я вот это беру, короче, себе. У меня боевая готовность. 7 евро зато, бля. Как говорится, пойдет мне пока. Ну так, надо будет иногда менять. Ну такой бардачный магазин. Они не успевают порядок делать просто. Людей много, бардак делают люди. Не успевает порядок наводить. Вот и все. Кепки вон 5 евро, короче. Термос 7 евро. Вот такой термос. Вот эта хрень 5 евро. Ножи. Посмотрим. Туда или сюда идти. Вот теперь вылезти надо отсюда, блин. Ya bir şey bilirim de kasada. Ya bir şey bilirim. С каких порций на башке теперь в евро? Привет, а что такое? О, здесь столько комментариев было. Это когда столько комментариев накидали? Брат, береги себя, родной от Узбека. Рахмат, рахмат. Дай Аллах Башкортостан свободы и независимости, иншаллах. Ассаламу алейкум, я из Красноярска. Мы с вами, мир вам, турецкие народы. Аминь. Сказочник. Это когда-то накидали столько комментариев, я не видел, блин. Что за границы провокации ведешь? Синий сегаменный пашак. Так. Салам алейкум, башқұрт қардаш, салам. Қарасаш бауырым дұрыс айтасың, рахмат. Салам, нендей тілде мұнда сөйлесерлер? Мұнда ма? Урыслар ана урыс тілінде сөйлешейінді. Шолай. Что-то комментарийлар менге келмеген екен. Мен только көрдім, прикиньте, бұл комментарийларны. Где-то они были застоявшиеся, что ли. Интересно. Шығам, мұнда. Шығыра керек менге.
Еще кисеге солып тұрам дуслар. Шыққанша. Сейчас. А, мынамда замочкасы да бар екен. Замочки тоже есть. Сейчас выйдем, короче. Мне как раз картадан төлеуге керек. Üzüm bilan üzüm endi men. Mashaqqat. 29,07 s'il vous plaît. Buni men tegi boshqa yoqqa olmayman endi. Kartadan o'qshani chiqarish uchun olaman men buni. Ne просто. Ularni o'qshani chiqarib bitirga kerak kartadan. Короче, туздырам endi, короче, туздырырга kerak uni. Ну, с умом надо туздырырга. С умом. Суригали, жидим. 7 евро. Voilà, bonne journée, au revoir. 6,99 s'il vous plaît. Vous voulez un petit cornet? Free? Vous payez par carte, bah là. Non, 10. Vous voulez un cornet? Attendez. Всего 7 евро, видите? Ouais, mais j'ai pas pris 1 euro ni 2 euros, j'ai posé vous donner les... Так, ага. Пакет добавила, блин. 7 копеек. Фиг с ним. Pas du tout. Parce qu'à chaque fois, on dit j'en ai pas. Ouais, mais là, franchement, j'ai pas pris 1 euro, j'ai posé 2 euros, j'ai pris 5 euros. Attendez, je regarde. Финиш? Là, j'ai dit à tout le monde, en plus de 20 centimes. Хрен знает, я вытащил. Финиш, наверное. Так, сейчас я. Поставлю. Elsa, pour un remboursement, s'il te plaît. Elsa. Alors, merci. Moi, j'en ai pas autant du sac. Merci. Все, короче, я вышел. Велик стоит. Да, пакет дали. 7 копеек пакет, да ладно. Надо все равно. Ну, пакет у меня, сумки-то есть у меня. Ладно. Все, я вылез, короче. Кассирша та же самая, что и раньше. Все, сейчас поедем на ифтар, буслар. Ифтар у нас. Ифтар есть что, пишите. Вопросики, нәрсе ифтар ishladingizmi, namoz o'qidingizmi, narsanda borasizda. Да что, сейчас я вылез, бисмилля, поедем домой. Сейчас будем быстро ехать домой на ифтар. Это же так классно, да? Едешь на ифтар. Рахаттан, да? Ну, qo'yamiz. Allohga topshirdik. Vaqt uzdiram endi. Uramda vaqt uzdiruv bilasizmi? Это как-то вот, ну, приятно, да, дома не сидеть на улице, убивать время во время, особенно. Я так и так шлялся до этого по магазинам. В последнее время просто не ходил. Какой-то бисмилля. О, прохладно стало. Прохладно. Холодно. Так, где мой? Сейчас открутим. Men ishtilanmi ekan u? Ай, что я, блин? Сейчас я сделаю так. Сейчас я, Дуслат, перезайду. Сейчас я выйду и перезайду, потому что очень много. Ахин булдым Стартамакта. Стартамакта мен yok, bulgan yok.
Benim nenem Sarıboş'tan. Tuğulup üsken jiri Sarıboş. Şapay oğlu. Şapay. Так, короче, достар, мен шығам, тағынан кірем, потому что кіші алды, кіші yok. Это же в магазине я шлялся, людям надоело это смотреть. Я понимаю вас прекрасно, друзья мои. Верно? Так. Пакет берсе да бар сумкаға тығырайын. Захерачу сумкаға. У меня есть перемычка. Повесить все это дело. Бабушки какие-то на кассе одни. Так, Дуслар, админ. Крем, шагам, короче, закрывай эфир, потом выйду еще раз. 2:50 говорил я с вами.